Ассаламу алейкум, Саид Гайшин, добрый вечер. Заявление Ингушского комитета национального единства. Общественно-политические события, произошедшие в Ингушетии с августа 2018 года, наглядно показали всю несостоятельность региональной власти, ее неспособность адекватно оценивать сложившуюся ситуацию и искать разумные пути выхода. Не поддается никакому объяснению полное игнорирование властью мнения ингушского народа, который требует лишь соблюдения законных прав и свобод жителей республики в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации. Свои гражданские права ингуши отстаивали и отстаивают лишь допускаемыми законными способами. Показательным этого стал двухнедельный митинг в октябре 2018 года и последующие акции протеста против антинародного соглашения, подписанного между Евкуровым и Кадыровым, о передаче чеченской стране значительной части исконных ингушских территорий. Вместо того, чтобы искать выход из сложившейся кризисной ситуации, Евкуров через управляемый им парламент попытался провести проект закона о референдуме Республики Ингушетия, из которого пропадает самый главный, основополагающий абзац об обязательности вынесения на референдум вопросов об изменении статуса, наименования республики, ее разделении или объединении с другими субъектами Российской Федерации, изменении ее территории или границ. Несмотря на отзыв Евкуровым законопроекта, недоверие населения к руководству республики достигает своего пика, и люди 26 марта 2019 года вышли на санкционированный властями митинг в город Магаз. Утром 27 марта 2019 года в отношении жителей республики, стоявших на площади перед зданием ТРК Ингушетии, в ожидании согласования продления митинга, по указанию замминистра МВД России по Республике Ингушетия Полищука, была применена сила для оказания силового давления. За день до санкционированного митинга в Ингушетии были направлены сотрудники и тяжелая техника Росгвардии из других субъектов Российской Федерации. После этих событий, начиная с 29 марта 2019 года и на протяжении более 2 недель, проведены десятки обысков и арестов. Из задержанных 13 человек подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Более 30 человек получили административные аресты сроком на 10 дней, а более 20 человек административный штраф от 10 тысяч до 150 тысяч рублей. За нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Ингушский комитет национального единства в силу своих сил и возможностей оказывает и будет оказывать помощь в защите интересов всех политических заключенных. Совершенно очевидно, что народное протестное движение в Ингушетии после арестов лидеров и активистов не только не утихнет, а наоборот набирает новые обороты. Каждый шаг незаконного давления со стороны власти влечет за собой эффект бумеранга. Это тупиковая ситуация, из которой все равно придется искать выход путем переговоров. Попытки региональной власти представить ингушский народный протест как ангажированный или преследующий сепаратистские, экстремистские или иные корыстные цели абсолютно бесперспективны. Мы требуем только соблюдения Конституции и действующих законов, справедливости и уважения наших прав. В сложившейся ситуации федеральной власти необходимо думать не о том, как больше посадить протестующих людей за решетку, а о том, как исправить ту ситуацию, в которой оказалась республика из-за бездарной управленческой политики ингушского руководства. Для этого необходимо направить в Ингушетию компетентную комиссию с участием тех, кто готов будет услышать представителей ингушского народа и донести до руководства страны реальное положение дел в Ингушетии, а также предложить механизмы выхода из политического кризиса. Главным пунктом переговоров должно стать освобождение без каких-либо условий политических заключенных, которые находятся в местах содержания по обвинениям в участии в событиях 27 марта 2019 года. Для достижения протестного накала необходимо незамедлительное принятие депутатами Народного собрания республики законов о смешанной системе выборов, парламент и прямых выборов главы региона, сохранение в законе о референдуме, нормы о обязательности его проведения по жизненно важным для народа вопросам. Необходимо наметить план по разрешению ситуации
связанная с незаконной передачей части территории республики в соответствии с соглашением от 26 сентября 2018 года. Что надо делать ингушскому народу? При любом раскладе не дать себя использовать в провокациях, продолжать свою борьбу за справедливость, не отходить от своих требований и добиваться их реализации законными способами. Еще больше сплотиться и стать единым целым, использовать механизмы народной дипломатии, а также адаты, шариат, как важный инструмент для достижения справедливости и законности. Далее Эрту Бахалбей. Ингушский комитет национального единства, 17 апреля 2019 год.